Здравствуйте, уважаемые ученики! Мы сегодня проведем урок литературы в 11 классе. Тема нашего урока – Сүйінбай Эрелиев. Стихотворение в окопе. Цель урока – познакомиться с жизнью и творчеством кыргызского поэта Сүйінбая Эрелиева. На примере стихотворения в окопе выразить чувство переживания солдата на войне. Развить творческие способности, умение понимать и анализировать поэтический текст, привить чувство любви к своему Отечеству, чуткость к красоте окружающего мира. Сүйінбай Эрелиев был при жизни великим и остается таковым и тогда, когда его нет среди нас. Он был врожденным талантом, новатором кыргызской поэзии, обладал особым, неповторимым даром тончайшего лирика. Он раскрепощал слово, не заковывал его в рамки традиционных норм. Именно поэтому его творчество – значительная страница кыргызской литературы. Народный поэт родился в селе Учемчек Таласского района в семье крестьянина. В то время с чувством патриотизма 16-летний юноша рвался на фронт. Наконец-то, в 1942 году, когда мне исполнилось 18 лет, был призван на войну. Нас привезли в Карабалту, где началась военная подготовка. Всем солдатам, жившим в палаточном городке, дали по лошади. Человеку, выросшему на седле, было удовольствием ухаживать за лошадью. Шли ожесточенные бои. Солдаты бились не на жизнь, а на смерть. Своими глазами видел разрушенные дома, на пепелищах руин убитых людей. В селе Княжий Клин слышны были звуки автоматов, минометов и взрывы снарядов. Меня направили в 316-й артиллерийский полк Панфиловской дивизии. В 1944 году был ранен и вернулся в тыл инвалидом второй группы. Из воспоминаний поэта. Трудовая деятельность началась в областных печатных изданиях Таласской области. Был членом Союза писателей СССР, секретарем правления Союза писателей Киргизской ССР, окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС, высшие литературные курсы при литературном институте в Москве, работал литературным советником правления Союза писателей Киргизской ССР, возглавлял секцию поэта. Литературный дебют состоялся в 1939 году. Первый сборник стихов вышел в 1949 году. Обогатил кыргызскую поэзию новой ритмомелодикой, в том числе белым стихом, классическим каноном сонета. Во многом расширил возможности поэзии. Лирическая поэма, поэма о любви, изданная в 1959 году и написанная на историческую тему, углубила и расширила возможности традиционного стихосложения. Он впервые в кыргызской поэзии мастерски использовал форму свободного стиха. Образцом может служить поэма «К звездам», написанная в 1966 году. Успех также принесли поэмы «Путешествие в жизнь» за кочующими облаками. Особое место в творчестве поэта занимают стихи о Великой Отечественной войне, посвященные украинской тематике. На войне, за картиной картина, в окопе, когда шли на Берлин, памятник солнцу. Эрелиев выразил свое отношение всем тем, кто свято верил в победу и будущее страны. Своим творчеством Эрелиев положил основу синтеза истории и современности, воспевая славу и силу национального духа, отдавая народу свой гражданский долг изящным словом. Поэт также воспевает в стихах любовь к земле отцов и дедов. Аил, в котором он родился и вырос, постоянно живет в его душе. И это отразилось в стихах «Старый дом», когда приезжаю в родной Аил, молодость. Многие стихи Сүйінбая Эрелиева обобщенно философичны. Поэт пишет о смысле человеческого существования в таких стихах, как «Жизнь», «Время», «Годы», «Дни», «Делай добро». Переводческая деятельность занимает большое место в творчестве Эрелиева. Произведения поэта изданы на русском, украинском, узбекском, казахском и других языках. Благодаря талантливым переводам Эрелиева кыргызский учитель познакомился с Василием Тёркиным,
Александра Твардовского. Несомненной творческой удачей и переводческой деятельности поэта являются сборники стихов Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Шиллера, Шекспира, Уитмена, Тагора, Турсунзаде и многих других. За вклад в развитие кыргызской литературы он был удостоен Государственной премии имени Тохтагула, Всесоюзной литературной премии имени Фадеева, международных премий Джамбыла Джабаева, Чингиза Айтматова, премии Табалдиева, награжден орденами Дружбы народов, Отечественной войны первой степени, МОНАС, за трудовое отличие, за доблестный труд, медалями, почетными грамотами. В 2016 году, на 95-м году жизни, ушел великий труженик. В канун праздника к нам пришла Альбина Маргазиевна Эралиева и принесла 3 стихотворения своего мужа, народного поэта Кыргызстана, героя республики, ветерана Великой Отечественной Сүйүнбай Эралиева. Они написаны в разное время и посвящены теме войны. Муж, которому исполнилось 92 года, сейчас болеет, рассказала нам Альбина Маргазиевна. Да и почти через 70 лет раны дают о себе знать. Давайте дадим стихи, и это будет, быть может, лекарством мужу, вспоминает Вячеслав Шаповалов, народный поэт Кыргызской республики. Поэзия военных лет своего рода душевный отклик на события в стране и на личные переживания каждого человека и народа в целом. В героических песнях тех лет звучал призыв к победе, воодушевляющий миллионы на подвиг во имя Родины. Глубокие душевные переживания, боль утрат нашли отражение в лирических песнях того времени. Сүйүнбай Эралиев словно останавливает наше внимание на вечном споре жизни и смерти на войне. Ребята, мы сегодня будем изучать стихотворение в окопе. Я бы, прежде чем прочитать стихотворение, хотела бы вам задать несколько вопросов. Смотрели ли вы на звездное небо? Где и когда вы его видели? Какие чувства испытываете, когда смотрите на звездное небо над головой? Давайте прочитаем стихотворение в окопе. Снова пули надо мной завыли и ушли далеко в мрак ночной. Как понять, что до войны мы жили, в чем-то недовольной судьбой? А над головой блестят плеяды, светится полярная звезда. С чувством удивления и отрады я гляжу всю ночь на звездопады, словно их не видел никогда. Между тем они у нас воили, вроде бы такие же, точь-точь. Снова пули надо мной завыли и ушли опять куда-то прочь. Из окопа кажется прекрасней этот мир, что окружает нас, потому что здесь судьба превратней. Может быть, глядишь, последний раз. Вот, ребята, мы с вами прослушали это стихотворение. Давайте поработаем над текстом. Прежде чем, хотелось бы выяснить, ребята, что же такое окоп. Окоп – это искусственное сооружение, укрытое от стрельбы в виде рва с насыпью. Плеяда – звездное скопление. Полярная звезда – звезда в созвездии Малой Медведицы. Превратный – изменчивый, непостоянный. Вы, наверное, помните стихотворение. Это произведение преимущественно небольшого объема, часто лирическое, выражающее душевные переживания. Давайте перейдем к анализу стихотворения. Понравилось ли вам стихотворение? Что ты представлял, когда слушал стихотворение? Как ты думаешь, с каким настроением поэт писал эти строки? Как нужно прочитать стихотворение, с каким настроением? Какие ассоциации вызывает у вас слово «война»? Давайте подберем ассоциации к слову «война». Конфликт, сражение, бой, смерть, насилие, битва, агрессия, оружие, страдание, солдат, боль, кровь, голод,
окоп, уничтожение, разруха, герой, фронт. У нас получился очень такой большой ассоциативный ряд. Значит, сегодняшнее наше стихотворение посвящено теме войны. Что же нам говорил великий гуманист Лев Николаевич Толстой? Война противная человеческому разуму, всей человеческой природе события. Ребята, как вы думаете, какова тема стихотворения? Как мы уже с вами говорили, тема стихотворения – тема войны, смысла жизни. Какие слова помогают рисовать картину войны? Как мы видим из текста, пули завыли, мрак ночной, из окопа, глядишь в последний раз. О ком говорится в произведении? О простом солдате. Является ли он лирическим героем? Да. Поэт использовал местоимения «надо мной», «я гляжу», указывающие на то, что есть некто, кто показывает нам, что жизнь прекрасна. Что до нас доносит поэт через мысли и чувства простого солдата. Эта война заставила автора по-другому взглянуть на все происходящее, особенно остро ощутить грань между жизнью и смертью, находясь в окопе, восхищается звездным небом, вспоминает свой родной аил. Эти воспоминания помогают ему на время забыть о невзгодах, о горечи войны. И он знает, что это может быть последний раз. Из каких же композиционных частей состоит стихотворение? Композиция рамочная. Можно поделить на две части. В настоящее время лежит в окопе. Солдат лежит в окопе и размышляет о мире, о жизни, о смерти. В середине он вспоминает о прошлой жизни, что были недовольны судьбой мы, вспоминает звездное небо своего аила и сравнивает, вроде бы, такие же точь-в-точь. И в конце стихотворения пуля, пролетевшая мимо, напоминает о том, что это может быть последний раз. Какие же художественные средства использовал автор в своем стихотворении? Автор использовал эпитеты «мрак ночной», «мир прекрасен». Он противопоставил эпитеты как ассоциация войны и мира. Олицетворение. Пули завыли и ушли. Лексические повторы строк. Снова пули надо мной завыли. Говорит о том, что жизнь висит на волоске. Использовал абстрактное существительное мрак, война, судьба, удивление, отрада, так как автор хотел дать размышление о жизни, о судьбе лирического героя. А какова же идея стихотворения? Что нам хотел сказать автор? Иногда судьба изменчива, превратна, что она проверяет человека, заставляет делать выбор между жизнью и смертью. И именно тогда человек начинает ценить жизнь, что счастье можно найти в обычных вещах, только надо уметь видеть прекрасное вокруг. Из окопа кажется прекрасней и этот мир, что окружает нас, потому что здесь судьба превратней, может быть, глядишь, последний раз. Мы выяснили с вами, ребята, что это стихотворение вызывает размышления о жизни, а также такие произведения, как мы знаем, относятся к философской лирике. Ребята, если вам понравилось это стихотворение, дома прочитайте еще раз, поразмышляйте над прочитанным. А что именно вас затронуло в этом стихотворении? А о чем мы не должны забывать с вами? И напишите отзыв на стихотворение. Спасибо за внимание. До свидания. До встречи.